Российский военный самолет пропал с радаров над Средиземным морем. На борту находились 14 военнослужащих. Кто из стран может быть причастен к инциденту? Подобрать подходящие рабочие места для людей с ограниченными возможностями. В Якутске проходит первый республиканский форум трудоустройства инвалидов «Вызов времени». Юный носорог присоединился к стаду в одном из зоопарков Израиля. Детеныш появился на свет месяц назад и пополнил стадо в более чем 300 особей. В эфире телеканала «Якутия-24 новости». Поговорим о главных событиях к этой минуте. С вами Василий Радченко. Здравствуйте. В Пентагоне отрицают участие вооруженных сил США в ракетном обстреле сирийской провинции Латакия, во время которого с экранов радиолокаторов пропал российский военный самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту. Об этом телеканалу CNN сообщил представитель военного ведомства США. По словам этого представителя, ракетный удар наносили не американцы. В то же время он отказался уточнить, кто именно наносил удар по сирийской территории. Как ранее сообщили в Российском министерстве обороны, в ночь на вторник при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторием Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем самолета Ил-20. По данным ведомства, самолет исчез в ходе атаки истребителей F-16 ВВС Израиля по объектам в сирийской провинции Латакия. Армия обороны Израиля отказалась от каких-либо комментариев. В настоящее время ведется поисково-спасательная операция. Сегодня утром сгорел 12-квартирный жилой дом в поселке Чульман Нерюнгринского района. Возгорание произошло по адресу Олега Кошевого, 8А. В результате эвакуировано 8 человек, пострадавших нет. Пожар случился в первом подъезде. Сгорело 3 квартиры общей площадью 90 квадратных метров. Причины и обстоятельства устанавливаются. Десятки погибших, разрушенные дома и затопленные города. Всему виной король штормов на юго-востоке Азии. Сейчас уже супертайфун Мангхут ослабел до тропического шторма и покинул территорию Гонконга и Макао. Какие последствия он оставил после себя, расскажет Артем Сторонов. Жители Гонконга в понедельник вновь вышли на работу после того, как король штормов Мангхут покинул территорию бывшей британской колонии. Коммунальные службы приступили к уборке города от поваленных деревьев, поломанных сучьев и другого мусора. Мегаполис возвращается к нормальной жизни, хотя школы пока остаются закрыты. Супертайфун Мангхут, самый мощный в этом году, обрушился на Гонконг в воскресенье. Эпицентр прошел примерно в 100 километрах южнее города, однако он все равно пострадал от сильнейшего дождя и ураганного ветра, скорость которого превышала 200 километров в час. Огромные волны обрушивались на берег и вызвали наводнения в некоторых районах мегаполиса. В городе было закрыто метро, приостановлена работа паромов, отменены или задержаны сотни авиарейсов, не ходили автобусы. Власти предупредили местных жителей о необходимости оставаться в безопасных местах. Информации о погибших и раненых в Гонконге не поступало. Жертвами тайфуна стали 4 человека в соседней провинции Гуандун, одной из самых густонаселенных в Китае. В ней проживает более 100 миллионов. Перед тем, как обрушиться на Гонконг, Мангхут принес разрушения и наводнения на Филиппины. По данным властей, количество жертв здесь превысило 500. Многие погибли из-за оползней. В понедельник утром спасатели продолжали пытаться добраться до десятков шахтеров, заблокированных из-за схода селя на севере страны. Покинув Гонконг и Макао, где с вечера субботы до утра понедельника были закрыты все казино, супертайфун ослабел до тропического шторма и ушел дальше на северо-запад. Сейчас он находится над югом Китая и северной частью Вьетнама. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке запускает неделю вакансий в отрасли добычи угля, руды и золота в республике. Об этом передает Минвостокразвития. Горнодобывающая отрасль – одна из ключевых в экономике республики. В ней заняты более 16 тысяч человек, а средняя заработная плата составляет более 84 тысяч рублей. Согласно прогнозам агентства, потенциал роста занятости в отрасли в ближайшие 5 лет составит 30-35%. Наиболее востребованными специальностями
Специалистами по добыче и переработке полезных ископаемых являются горный инженер, горнорабочий на открытых и подземных работах, машинист, электрослесарь и обогатитель полезных ископаемых. Трудоустройство инвалидов – вызов времени. В столице республики состоялся первый республиканский форум инвалидов. Он направлен на расширение возможностей людей с ограниченными возможностями при поиске работы и повышение их конкурентоспособности на рынке труда. Работа форума организована по 6 площадкам. Главная из них – ярмарка вакансий для инвалидов. В ней приняли участие более 30 работодателей, трудоустраивающих инвалидов на квотируемые рабочие места. Найти работу пришли десятки людей из 16 районов республики. В целом по республике у нас инвалидов трудоспособного возраста 24 335 человек. По данным Пенсионного фонда на сегодняшний день работают порядка 7 тысяч инвалидов. Так, вроде это немного, да? Но задача, которую поставило правительство Российской Федерации, к концу 2020 года мы должны, все субъекты Российской Федерации, достигнуть показателя 50% трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста. То есть 12,5 тысяч инвалидов у нас должны работать. Так? Молодые предприниматели Якутии рассказали об участии в 4-м Восточном экономическом форуме. Напомню, форум проходил с 11 по 13 сентября во Владивостоке. В нем приняли участие более 6 тысяч участников из 60 иностранных государств. Одной из его площадок стал «Молодежный день». Молодые люди в возрасте до 35 лет представили свои предложения по развитию Дальнего Востока. Главной темой стало технологическое предпринимательство и его роль в ускоренном развитии экономики Дальневосточного федерального округа. Якутию представили 9 молодых предпринимателей. Мне было очень приятно узнать, что я прошла конкурс в Росконгрессе и Росмолодежи и приняла участие в Восточном экономическом форуме. Для меня это был первый самый большой форум. Целью моей поездки было именно познакомиться с разными ребятами, которые занимаются предпринимательством. И на всех лекциях, на всех деловых площадках я была и ходила как губка, впитывала всю информацию и приобрела очень много опыта, навыков. Сегодня отмечают Всемирный день мониторинга воды и Всемирный день мониторинга качества воды. Праздник учредили еще в 2003 году по инициативе Американского фонда чистой воды. Что касается нашего региона, ежегодно в лабораториях Министерства экологии Якутии исследуют 3000 проб природных и производственных сред. 2/3 из них – это пробы воды. С 2013 года Министерство реализует проект «Здоровье малых рек. Здоровье нации», в рамках которого каждый гражданин может обратиться в лабораторию с пробами воды. Обследования по обращениям муниципальных образований и граждан проводятся на безвозмездной основе в заявительном порядке. Возложение цветов и песни военного времени. Так, кадетская школа в поселке Чернышевский Мернинского района отметила 10-летнюю дату с момента гибели ее основателя, генерала Трошина. С подробностями наш корреспондент Роман Муконин. Кадры десятилетней давности. Герой России генерал Геннадий Трошев открывает кадетскую школу-интернат своего имени в Чернышевском. Через месяц его не станет в результате авиакатастрофы. Но о нем помнят те, кто решил идти по его стопам. Десятилетнюю годовщину со дня его гибели в кадетской школе отметили возложением цветов и классными часами, где пели военные песни, рассказывали о биографии героя чеченской кампании и объясняли новому поколению, на кого им надо равняться. Вы пришли сюда для того, чтобы стать офицерами, чтобы стать генералами, чтобы стать такими же, как был генерал Трошев. А для этого самое главное – надо учиться. На торжественное мероприятие прибыла представитель Министерства образования республики, чтобы лично увидеть, как руководство МРТК восстановило школу и подготовило ее к новому учебному году. У меня хорошее впечатление, поскольку мы видим, что проделана действительно большая работа. Мы видим, что улучшены условия пребывания кадет в этом учреждении. Мы видим качественные изменения, которые происходят. Наводить порядок в кадетской школе Владимир Березовой поручил новому начальнику Бакытбеку Омышеву.
Кадровый военный, свою карьеру он начал с Омского высшего танкового инженерного училища. Затем служил в Среднеазиатском военном округе. В конце 90-х отучился в бронетанковой академии Малиновского, после чего был назначен заместителем начальника Главного училища вооруженных сил Киргизии, где заведовал одной из кафедр. В конце 2000-х ушел на пенсию и переехал в Россию. Теперь его преподавательский и управленческий опыт должен поднять кадетскую школу и вывести ее на качественно новый уровень. Есть задача в течение 3 лет, чтобы кадетская школа занимала самые такие престижные первые и вторые места не только по республике, по всему региону, то, что мы хотим, Хабаровск или Дальний Восток, и даже по России. И это не пустые слова. МРТК уже стала одним из лучших колледжей Дальнего Востока. И эту же задачу Владимир Березовой ставит перед кадетской школой. А то, что это осуществимо, здесь, похоже, не сомневаются. Роман Муконин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Юный носорог присоединился к стаду в зоопарке Израиля. Детеныш южного белого носорога, появившийся на свет месяц назад, пополнил стадо в более чем 300 особей. Рассказывает Артем Сторонов. Детеныш южного белого носорога, появившийся на свет месяц назад в сафари-парке израильского города Рамат-Ган, в воскресенье впервые встретился со своими сородичами. При рождении 14 августа самка, которой пока не придумали имя, весила около 50 килограммов. Для ее матери по кличке Танда она стала 5-м детенышем. В течение месяца они находились в специальном загоне, где юному носорогу с мамой можно было побыть в уединении. И вот, наконец, они медленно вышли из ворот своего временного жилища. К ним сразу подошли несколько сородичей, чтобы обнюхать нового члена стада. По словам смотрителей, агрессии никто не проявлял, и Танда с дочерью вскоре отправились обследовать новый дом. В сафари-парке Рамат-Гана проживает одно из крупнейших стад южных белых носорогов в неволе, свыше 300 особей. Они могут свободно гулять по территории площадью более 100 гектаров. Предмет особой гордости сотрудников – рождение 30 детенышей этого вида со времен основания парка в 1974 году. В общей сложности здесь проживают порядка 1600 животных. Южный белый носорог считается видом, близким к уязвимому положению. По состоянию на 2010 год в дикой природе обитало свыше 20 тысяч особей. Чего нельзя сказать о северном подвиде, последний самец которого умер в марте этого года. И в завершении выпуска напомним, что сегодня телеканал «Пятница» покажет выпуск популярной передачи «Орел и решка» про Якутию. Программа пройдет в 19 часов вечера по местному времени. Вы каждый должны здесь побывать. Никогда бы, честно говоря, не подумала, что я буду тут кричать от восторга. Так. Я иду танцевать. А к этой минуте у меня все. Спасибо за внимание и всего вам доброго.